В прошлый раз было более, по-моему, 2000 человек, если не ошибаюсь. Даже 5000. Более 5000 человек. Вот видите, говорю, ошибаюсь даже. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, чтобы в этом году народу будет не меньше. Почему Стефановская площадь? Ну, в данном случае здесь формат такой, что это все-таки центральное место в нашем городе. Это место, где все хорошо это место знают. В прошлый раз, скажем так, доступность первоначально была только пригласительным билетом на это мероприятие. Да? В этом году, поскольку мы проводим на Стефановской площади, это, понятно, будет тогда в общей доступности для всей молодежи. Тем более, что накануне у нас пройдет еще одно мероприятие, это бал выпускников. Поскольку у нас школьники в эти же дни празднуют свои выпускные балы, поэтому они тоже присоединятся, поддержат, скажем, студентов, потому что они все тоже будущие студенты. Поэтому как бы вот у них один праздник перетечет, собственно, и второй праздник. Поэтому мы надеемся, что в этом году количество народа будет не меньше. Поэтому и тем более, что доступность будет, ну, скажем, больше, чем даже на стадионе была. Но дело в том, что на самом деле как-то так вот было. С таким сожалением, что спиртное изымали у ребят, как-то к сожалению прозвучал вопрос, на самом деле. Ксюша сама была выпускницей. Нет, я понимаю. То есть когда-то... Нет, на самом деле мы понимаем, что, во-первых, полиция действовала в рамках закона. И сейчас распитие, как вы сами знаете, даже и пиво уже запрещено в общественных местах. Поэтому, естественно, что в этом году меры, скажем, которые будут приняты по безопасности, они ничуть не слабее, скажем так, чем прошлые годы. Тем более место, которое мы выбрали в этот раз, оно, скажем так, более серьезное даже, чем в прошлом году, да, поэтому здесь будет даже более серьезные меры безопасности. Поэтому сразу вот обращаюсь через вас ко всем потенциальным гостям наших мероприятий, что все-таки нужно помнить о законности, да, своих действий, о том, что на самом деле в общественных местах распитие каких-либо алкогольных напитков запрещено. Поэтому с собой не надо ничего брать из спиртного. Я думаю, что тот праздник, та атмосфера, которая будет создана с помощью наших гостей и студентов наших вузов и СУЗов, я думаю, она непосредственно, скажем так, будет иметь больший эффект, нежели чем спиртное. Честно говоря, на уровне России есть только один праздник выпускников. Это выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По сути, больше аналогичных праздников больше нет. И есть единственный субъект, это Республика Коми, где особо отмечается еще и выпуск, значит, образовательных учреждений, высших образовательных учреждений и средних профессиональных образовательных учреждений. В прошлом году, когда проводили первый раз, были некие такие немножко, скажем так, опасения. И сами ребята тоже говорили, да надо ли им это и все остальное, то есть вот какие-то сомнения были. Но вот праздник прошел, он состоялся, и мы получили очень большую массу положительных откликов. И более того, студенты сегодня, значит, те, кто завершает обучение у нас в университете, они начали к весне беспокоиться, будет ли для них праздник. Значит, соответственно, сегодня третий курс заканчивает, значит, уже высказали студенты пожелания в следующем году обязательно и так далее, и так далее. Сам проект, он оказался достаточно интересным, именно поэтому Сыктывкарский университет в рамках, значит, гранта, который проводился, конкурса, который проводил Росмолодежь, мы заявились, соответственно, в проекте студенческих объединений, и одно из направлений, которое было профинансировано, это праздник облака. Нет, вы рассказываете. Нет, хорошо. Но в данном случае структурно, скажем так, что касается структуры, она остается той же. То есть на самом деле, как у нас в прошлом году, облака начнутся с такого яркого, красивого, зрелищного шествия по центральной улице Сыктывкара до Стефановской площади наших выпускников вузов и СУЗов. То есть постепенно, помните, в прошлом году начиналось у нас всегда традиционно с самой большой нашей, скажем так, делегации, это университет Сыктывкарский государственный, и к нему уже в дальнейшем добавлялись студенты остальных вузов и СУЗов. Поэтому также мы эту традицию не поломаем, то есть во главе, так скажем, шествия будут студенты университета. Собственно, традиция была предложена университетом, поэтому они имеют на это право полное, да, быть во главе. И в дальнейшем присоединяем. Дело в том, что у нас такая ситуация возникает. Мы предлагаем, ведь на шествие у нас ребята одеваются, скажем так, как
сейчас это модно выражаясь, корпоративный стиль, то есть в стиль своего учебного заведения. Поэтому все колонны, то есть, вернее, в колонне все вот эти наши делегации отличаются друг от друга тем, что они несут, во-первых, и атрибутику своих вузов и СУСов, да, и каждый из них пытался, и уже в прошлом году мы это видели хорошо, каждый из них пытался одеться так, как соответствует их стилю. Да? Вот. Поэтому после того, как ребята подойдут к площади, там начнется торжественная часть, где будет выступление, прежде всего, руководителя региона Вячеслава Михайловича Гайзера, далее приглашенных и вручение самым лучшим студентам вузов и СУЗов красных дипломов, как это было в прошлом году. Потом, в дальнейшем, у нас будет небольшой перерыв между торжественной частью, когда ребята смогут привести себя, то есть, вернее, принять ту форму, которую они хотят видеть, такую вот, уже вне рамок, скажем так, официальной части, да, и уже потом в дальнейшем подойти, вот она уже сказала по поводу времени, когда начнется, когда закончится эта часть, когда уже мы увидим сначала, как и в прошлом году, первоначально небольшой концерт, который представит нам лучшие исполнители, творческие коллективы наших учреждений профессионального образования, вузов и СУЗов. Вот такой будет небольшой. После этого, вы уже знаете, это было об этом широко сказано, будет выступление Димы Колдуна, который является хедлайнером этого проекта. И после этого начнется дискотека, которую проведет диджей Тарантино. Главный приз, который будет, собственно говоря, разыгран на Степановской площади, это возможность отдохнуть в Крыму.